Всем привет, картошечки! Добро пожаловать на мой канал. Если вы узнали, кто я, то пишите в комментарии. Первый, кто узнает, тому плюс к карме. Так, мы сейчас продолжаем второй эпизод и посмотрим, чем он закончится. И может быть мы начнем третий эпизод, если мы успеем закончить второй. Так что не хочу затягиваться, поехали. Так, в предыдущей серии мы нашли такие Меган, поговорили с ней, и сейчас нам надо забрать ломику Дэвида в квартире 302. Все, поехали на третий этаж. Мы еще в предыдущей серии несколько мини-игр разобрали, и у нас там, походу, осталось... Так, сейчас посмотрим. У нас осталось еще 3 призрака найти. Так, пойдемте к Дэвиду. Здоров, братишка. Можно я возьму твой лом? Я б тебе отдал его, да только этот штукень держит мою палку, понимаешь? Детвора за стеной в 301-й, конечно, милая. Но у них иногда адски шумные вечеринки, всю стену чертовски колбасит, а из-за этого полка грохается каждый чертов раз. И если сможешь с ними перетереть, чтоб потише были, тогда я тебе ломик дам погонять. Хорошо, я поговорю с ними. Сяпсал, я б сам сделал, но у меня шматья чистого нет, а я ненавижу быть птицей обламинго вечериночного кайфа других людей. Обламинго. Без проблем, сейчас вернусь. Увидимся. Так, студенты колледжа, значит. О, здравствуйте. О, здорово. Так, Си-Джей. Йоу, чё, как, Сал? Привет, Си-Джей, чем занят? Пытаюсь подобрать музыку для сегодняшней тусовки. Не против, если я взгляну? Да без Б, чувачок. Вау, это что? Что мы должны найти? Как насчет этого? Чел, да от нее все уснут. Как насчет этого? Люблю такое. Хороший выбор, парнишка. Я рад за тебя. Так и знал. Привет, Сиера. Чем занята? Ой, привет, Салли, Крамсалли. Пытаюсь выбрать запасное занятие для сегодняшней вечеринки. У нас с друзьями свои развлечения, но что-то никак не могу определиться. Ты не против, если я взгляну на твой список? Конечно. Список занятий D+D, кино, ночь, видеоигры, шахматный турнир, караоке, дискуссии. Как насчет этого? Ох, а давненько у нас не было соревнований. Идеальный выбор для сегодняшнего вечера. Надеюсь, они после этого успокоятся. О, здравствуйте. Привет, Зи, как ты? Привет, Салли, Крамсалли. Да вот, пытаюсь выбрать игру для сегодняшней тусовки. У меня есть книга с играми, но что-то не знаю. Могу взглянуть? Конечно. Так, Musical Chairs, шарады, Duck Moose, Dodgeball, телефон, пинг-понг. О, можно телефон. А как насчет этой игры? Прям как в начальной школе. Возможно, нам не помешает немного поностальгировать на этой тусовке. Спасибо, Сал. Так, все-таки не помешало бы им музыку сменить. Наверное, все-таки вот эту. Это мы на прошлой тусне крутили. Сейчас нужно выбрать что-нибудь новенькое. Ха, знаешь, а в этой песне что-то есть. Она по классике. Такого никто не ожидает. Думаю, это то, что нужно. Есть. Все. Думаю, все. Эта вечеринка будет намного тише. Все, мы разобрались с музыкой, с играми, со всем, что не помешает Дэвиду. Здорово, братишка. Я все разрулил с студентами, так что на этот раз их вечеринка будет намного спокойнее. Вау, суперски, спасибо за помощь. Сара тоже будет довольна. В прошлый раз наша свадебная фотка чуть не навернулась. Рад был помочь. Лады, секундочку, давай я тебе ломик вытащу.
Вот и он, дружище. Всего хорошего. Спасибо и тебе. Все, мы взяли ломик, и теперь нам надо осмотреть спальню квартиры 504. Окей. Все, поехали. Так, 504. Да, я помню, там была какая-то закрытая дверь. Давайте еще раз осмотримся, может, что-нибудь будет. Нет, ничего пока нету, ладно. Думаю, у меня получится отодрать эти доски ломом. Так, поехали. Вау. Вау. Стейси, ты в порядке? О, у нас появилась новая игра. Так, сейчас посмотрим. Вау, что за дырень? Так, давайте сначала посмотрим, что за игра, а потом зайдем в эту дырку. А что за Стейси? Что-то первый раз слышу. Так, давайте поиграем. Когда муж узнал о ее грехах, Стейси поняла, что время утекает. Опасаясь за свою жизнь, она обратилась к неожиданному союзнику. Так она сказала, что нужно отрубить электричество на каждом этаже. Надеюсь, у нас все получится. На каждом этаже? Типа надо вот этих каких-то чуваков избегать. Так, первая готова. Вторая готова. О, Господи. Третья готова. Ехали к четвертой. Сколько нам надо этих отрубить, интересно? Вау. Их все больше и больше становится. О, нет! Черт. Блин, да ладно, все с самого начала. А вот это уже, конечно, не очень. В предыдущих мини-играх там, даже если мы ее попадались, у нас все не сбивалось, сохранялось. Так, это третий этаж, второй этаж. Вау, вау, тихо, 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 тихо. Давай, 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 давай. Так, вот здесь надо быть осторожной, потому что здесь могут задеть. Так, подвал. Все. Осмотреть. Я этого не выдержу. Чего не выдержишь? А, выйти. Так, Розенберг, я обесточила здание, а Грег избавился от останков. Отлично, а я уничтожил 7-ю книгу. Теперь-то мы сможем остановить их. Теперь у нас есть все шансы. Ничего гарантировать не могу, но думаю, у нас получится. Не следовало допускать, чтобы это зашло так далеко. Жаль, что Люку пришлось втянуть твою семью в это. Если нам удастся остановить ритуал, Совет не сможет повторить его в течение 1000 лет. Помолимся Богу, чтобы это сработало. Богу на нас наплевать, дорогуша. Не трать даже слова на такие вещи, чтобы выжить. Нужно бороться самому. Так, ну я пока ничего не понимаю. Может быть, нам потом еще в конце когда-нибудь объяснят. В стене огромная дырень, похоже, за ней находится еще одна комната. Точка невозврата. А если мы туда зайдем, наверное, мы призраков не найдем других? Может, нам надо будет сейчас обойти все этажи в поисках еще одних призраков. Давайте я быстренько посмотрю и к вам вернусь. О, смотрите, что мы нашли. Наверняка я смогу открыть ее с помощью лома. Возможно, я смогу найти что-нибудь важное внутри. Смотрите, что мы пропустили. Как хорошо, что я решила проверить. Давайте-ка осмотримся. Может быть, реально что-нибудь найдем. Миссис Андерсон? Кто ты? Меня зовут Сал. Я переехал сюда после того, как вы умерли.
О, я почти ничего не помню. Лишь какие-то обрывки, будто все это было во сне. О, Господи, смотрите, она разговаривает не ртом, а своей шеей порезанной. О, ужас. Ты не знаешь, что стало с моим Германом? Он не нашел в себе силы вернуться в эту комнату. Сюда приехали перевозчики и вывезли все его вещи. Он выглядел полностью опустошенным. Наверное, вы были для него всем. Я так по нему скучаю. Меня так мучает это ледяное одиночество. Если бы мы только не переехали в эту квартиру, мы бы никогда не встретили их. И Чарли никогда. О нет, оно возвращается. Не волнуйтесь, миссис Сандерсон. Уходите, прячьтесь. До свидания, Саул. О. Так, все, да? Больше ничего нет. Так, у нас появилась новая мини-игра. Давайте ее попробуем. Посмотрим, что там у нас. 8. После того, как миссис Андерсон узнала, во что ввязался Герман, она решила протянуть другу руку помощи. Они решили встретиться ночью. Удачи на работе. Пообещай держаться подальше от неприятностей сына. Конечно. Люблю тебя, детка. И я тебя. Сначала мне нужно собрать какие-нибудь доказательства, если кто-нибудь вообще сможет в это поверить. О, опять. Уа! 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 Черт. Ладно. Дай, как так-то? Я даже тебя не задевала. Ух, наконец-то. Эй, сейчас не лучшее время для болтовни. Можешь прийти попозже? Чарли, да что на тебя нашло вообще? В Чарли вселилась какая-то нечисть, походу, и он из-за этого убил мисс Андерсон. Все-таки он был виновным, но не он это совершил. Так, давайте я еще осмотрю несколько этажей и потом вернусь к вам. Смотрите, мы подошли к Пыху, и у него появились варианты вопросов. Видела в последнее время призраков? Да не то чтобы. Я знаю, что Меган твоя подруга, но она меня порой до жути пугает. Я редко выхожу из своей комнаты. Когда-нибудь видел демона с красными глазами? Чего? Нет, блин, ты хочешь, чтобы мне кошмары снились? До скорого. Увидимся. Не очень-то информативно оказалось. Ну ладно. Я достал ломик. Чудесно, начинай без меня, я поднимусь через минуту. Нужно кое-куда заглянуть по пути. Окей, скоро буду. Так, ну в общем, мы никаких призраков еще не нашли. Так что, наверное, пойдем уже. Точка невозврата. Надеюсь, здесь будут призраки. Хотя бы тот, который нам нужен. О, смотрите. Привет. О. Да, мы нашли последнего призрака. В этот же миг Люк оказался совсем в другом месте. Хоть он и не был уверен, как тут оказался, он знал, что ему нужно делать. Эта женщина — угроза, ей нельзя верить. Вместе мы достигнем великих высот, поэтому нельзя допустить возникновения препятствий на нашем... На нашем чего? Ой. Ой, что ты так быстро бегаешь-то? Ой-ой-ой-ой-ой, господи. Что такой резкий, дерзкий, быстрый? О, вижу кнопку. Ребенок будет нам лишь помехой. Она никогда за нами не последует. В ее венах течет предательская кровь матери. О ком ты вообще говоришь? Я пока не понимаю. Войди со мной в нетленное пламя, и наша сила станет необъятна. Чего? А, это ему голос говорит, а я думала, это он говорит какую-то чушь. Ой. Ой. Слишком быстрый чувак.
Люк, ты меня слышишь? Люк. О, боже мой. Что, черт возьми, произошло? Тот отдал мне одно из своих изобретений и сказал, что теоретически оно может уничтожить злой дух. После этого я поднялся наверх, чтобы убедиться, что с тобой все в порядке. Хорошо, что ты решил так сделать. Так это страшило с красными глазами тут уже несколько десятилетий и появился до моего рождения, значит, я не проклят. Ага, кто знал, что у апартаментов Эдисона такое темное прошлое? А я-то думал, что жить вместе с Чарли было стрёмно, но, блин, это вообще какая-то чертовщина. Что ж, думаю, больше не стоит беспокоиться о демоне. Кажется, штука Тодда о нем позаботилась. Ох, что такое? Нет, все норм, я просто подумал, раз никакого проклятия нет, это значит, что мой папа, он просто... Бедный Ларри. Папа просто куда-то пропал. Ушел за хлебом и не вернулся. Прости, Сал, на сегодня наше время вышло. Охранник бросает на меня неодобрительный взгляд. Подождите, но это ведь только часть истории. Я надеялся, что сегодня ты будешь откровенен. Это ведь наша последняя встреча. Заседание суда состоится через несколько дней. Клянусь, я говорил правду и только правду. Правительственные заговоры, демоны, призраки и волшебная приставка. Сал, это все выдумки. Ты ведь не ждешь, что я и правда тебе поверю. Взгляни на это с моей стороны. Все улики против тебя. А то, что ты сделал, это слишком. Я знаю, как это звучит, но все, что я рассказал, правда. Поднимитесь в домик на дереве, пожалуйста, просто сходите туда и убедитесь сами, вы найдете все нужные доказательства. Вот же хренов лунатик, а. О, боже мой, ему никто не верит. Ну да, в такое будет сложно поверить, потому что это связано с потусторонними силами. Вау, все заброшено. О, мы теперь играем за доктора. Прикольно. Так, ну нам, наверное, надо вовнутрь зайти. А мы куда идем, я не знаю. А, мы идем же в домик, это точно. Коробки, фото. Одежда, книги, кассеты, ничего такого. Кажется, это фотография родителей Ларри. Впрочем, ничего подозрительного в ней нет. Стеллаж. Заржавевшие инструменты и всякий хлам. Пол. Парочка старых любительских картин, наверное, принадлежат Ларри. Да, здесь ничего нет. Не знаю, на что я надеялся. Может, просто хотел увидеть все своими глазами. Сал был так убедителен, и все казалось таким странным. Чего? Ларри умер? Да вы гоните. Доктор Откин. Что? Что? Спокойно, мужик, нам нужна твоя помощь. Нужно вытащить Сала из тюрьмы. Яма с дерьмом оказалась куда глубже, чем мы думали. Пожалуйста. Ты должен привезти сюда Сала. Это ты, не может быть. Полегче, мужик, ты себе сейчас инфаркт заработаешь. Это важно. Если Сал не появится здесь в ближайшее время, то... Он что, упал?
Блин. Но он тоже так резко появился. Вот чёрт. Вау, это что такое? Что происходит? Это взаправду? Я сплю? В белой комнате вянем идиан хаволс хиом уявы бас эн. Не забывай о моих словах. Найди меня в белой комнате. Никому... О, боже мой, блин. Здесь... вот то... Он не рассказывай об этом месте никому. Вау. То есть... который ты мертв? Чего? И что мне делать? Блин. Чего? Г. А, беги. Чего, блин? Это кто? What the fuck вообще? Здесь раньше была дверь. Чё? Я вообще правильно все сделала? Что происходит? Это правда, что вы решили отказаться от услуг юриста и представлять себя в суде самостоятельно? Журналист Клэр Крапивница. Да. Мне нечего скрывать. Вы убеждены в своей невиновности? Вы будете придерживаться той версии событий, которую рассказали полиции? Я расскажу правду. Значит, ваши первоначальные слова ее не были? Без комментариев. А вы могли бы дать их по поводу предполагаемого убийцы вашей матери? Как вы объясните отсутствие свидетелей и доказательств? Не понимаю, какое это сейчас имеет значение. Это правда, что к вашим обвинениям хотят добавить убийство Сандерсон. О таком я еще не слышал, но, если честно, не удивлюсь, если это захотят повесить на меня. Смотрите, у нее что-то с левой частью ее головы. А что насчет Чарли Мэнсфилда? Сейчас мне нечего о нем сказать, кроме того, что тогда я поступил так, как мне показалось правильным. Хорошо, раз вы не раскрываете никаких важных деталей, позвольте задать самый популярный среди телезрителей вопрос. Вот что интересует зрителей. Правда ли, что у вас особое питание, потому что вы боитесь колбасы? Я не боюсь какой-то там колбасы, ясно, просто, долгая история. До заседания суда еще несколько часов, так что, думаю, время у нас есть. Ох. Ладно. Эпизод 3. Колбасный инцидент. Мистер Дюд Эль. А что, если бы я был чем-то большим, чем простая каракуля? Да что ты? Кто ты? О, пирамидоголовый. Эй, ты в порядке? Я пришел из Сайлент Хилла.
О, здрасте. Что стряслось с твоим другом? Он узнал правду, и правда уничтожила его душу. А теперь оставь нас, пожалуйста, в покое, твоя голова напугает детей. Можешь рассказать, куда он отправился, чтобы найти прозрение? Он пошел к премудрому пророку, который живет за лугами смерти. Но кругловатый туда никогда не доберется. Круглоголовый туда никогда не доберется. Ну и ладно. О, почему ты плачешь? Вы в порядке? Что стряслось с вашими конечностями? Ох, да не в жизнь. Как бы ты себя почувствовала, спроси я, что стряслось с твоей головой. Я не хотела вас обидеть, я просто... Фи, иди доставать кого-нибудь другого. Чего вы плачете все? Здравствуй, мисс. Не обращай внимания на мою сестру, она капризничает из-за солнца. Ничего страшного. Наших предков растерзал великий зверь. С тех самых пор наш город рисует бесконечностей. Какой же зверь на такой способен? Мы о таком не говорим. Если хочешь узнать больше, отыщи за гранью смерти жрицу. Оу. Ты великий зверь? И тебе, дружок, не сдохнуть. Прости, не обращай внимания, я своей наравничаю из-за солнца. Великого зверя не видели больше 100 лет. Ты знаешь, где найти пророка? Ты про сумасшедшую старую коргу, которая живет за гранью смерти? Просто спустись по этой лестнице, как всегда. Здравствуйте. Тебе не стоило сюда приходить. Где я? Там, где живет темнота. Это луг смерти? Когда выгорает солнце, происходят ужасные вещи. Что это за какой-то мир сумасшедшего? Кто это все создал? Вы пророк? Палки зовут меня разными именами. Вы знаете про великого зверя? Множество лет назад он выполз из великой дыры. Десятки лет он пожирал на палке, но блистательный взрыв прикончил его. Многие считают, что зверь мертв, но нам-то хватает ума думать иначе. Что за великая дыра? Зоны лет... Чего? Ионы. Чё? Зоны лет назад мы прорвали ее в бумажной матери этого мира. Великую дыру, что содержит все знания мира. Как до нее добраться? Что для тебя значит правда? Все. Что это было? Что происходит? Объясните мне, я ничего не понимаю. Что за дыра? Как-то все так это прям намешалось. Мисс Пакертон, прошу прощения, мистер Фишер. Сал, проснись. А? Как-то не похоже на математику. О, простите, наверное, я задремал, но я уже завершил тест. Я знаю, дорогой, и ты пришел его, но постарайся больше не засыпать до конца занятий, хорошо? Конечно, это не повторится. Чё это так сидит, зырит? И мистер Филпс. Фелпс. Смотрите свою собственную работу. Урок почти окончен. Убедитесь, что перед уходом сдали свои тесты. Звонок для учителя. Эй, чудила! Никто не любит белых и пушистых. Салли, Салли. Никто не любит банальных задир. Трэвис. Тебе что, заняться больше нечем? Заткнись. О, я не с тобой говорил. Знаешь, если ты вытащишь палку из задницы, то, может, и узнаешь прелести жизни. Может, даже заведешь друзей. У меня больше друзей, чем у тебя когда-либо будет. И ты своего папочку этим губами целуешь? Уверен, он... Какого хера, ушлепок? Ты как, Сал? Я в порядке.
Давай доложим на этого придурка. Не парься. Поверь, так будет только хуже. Мне приходилось сталкиваться с задирами и похлеще Тревиса. Сал, у тебя кровь. Да все в порядке, правда? Вот, давай я вытру своим платком. Подожди, погоди, Ты не можешь, Вот, просто небольшая царапинка. Не переживай, ее почти не видно. Спасибо, Эш. Она увидела его лицо. Ребята, что случилось? Опять Трэвис, вот мудила, я его убью. Ларри, я в порядке, все нормально, не парься. Сал прав, не надо ворошить говно, только хуже будет. Если он подохнет, едва ли... Тогда он наверняка будет летать по всей школе, и мы встрянем с этим еще на 2 года. Что все такие матершинники? Ай-яй-яй. И это говорит главный скептик? Вы же знаете, что я люблю вас, но история о призраках — это слишком даже для меня. Значит, хочешь спустить поведение Трэвиса на тормозах? Оно того не стоит, плюс, если подумать, кто знает, какая у него дома обстановка, у его злости наверняка есть причина. Да, он наверняка бесится только из-за того, что и сэндвич с колбасой сдвинули на завтра. Серьезно, впервые вижу, чтобы кто-то так сильно любил дерьмовейший обед. Это же прям тюремная еда, а еще он не любит пицца пятницы. Как можно не любить пиццу? Это бесчеловечно. Может, он пришелец? Только этого нам не хватало. Пс, Ларри, когда рядом не будет сала, я помогу тебе кокнуть Трэвиса. Я все слышал. На следующий день колбасный день. Нокфель Хай Скул. Старшая школа Нокфеля. Оу, чувак. Вкусно. Вам не кажется, что эта колбаса странно пахнет? Мне казалось, на прошлой неделе она была не очень, но это ее явно превзошла. Я слышал, что эту колбасу делают из козьего мяса. Кажется, на прошлой неделе после колбасного дня куча народа не пришла в школу из-за плохого самочувствия. Эй, ребят, не надо портить мне обед, пожалуйста. Это единственная приятная часть дня. Групповое совещание? Я за. Эй, я тоже. Я в деле. Развлекайтесь, а я останусь с пыхом. Надо узнать, правда ли с этой колбасой что-то неладно. Может, попалась плохая или просто просроченная говядина? Или плохие козы, говорю тебе, братан, это полный стрём. На говядину вообще не похоже. Данный продукт, вероятно, является смесью дешевых мясных компонентов из различных источников говядины, свинины, курицы или индейки. Чувак, у меня желудок в трубочку сворачивается. Словно повторение дожьего инцидента. Надеюсь, нет. Возможно, Сал прав. Вполне вероятно, что с мясом что-то не так. Я хотел бы проверить наши сэндвичи в лаборатории и посмотреть, удастся ли обнаружить следы бактерий и признаки истечения срока годности, но не помешает и узнать конкретные ингредиенты. Ладно, Эш, иди с Тодом и помоги ему в лаборатории. Мы с Ларри постараемся накопать больше информации о колбасе. Дело, говоришь. Так. Ну все, ребята, будем на этом заканчивать. Так вот и закончился у нас 2-й эпизод. Очень интересно было проходить эти мини-игры, узнать хоть немножко сюжет, историю, из-за чего все это началось. Мы поняли, что это началось из-за какого-то обряда, и там появился вот этот красный демон то есть черный демон с красными глазами, и из-за него пошло-поехало вот эта всякая дичь.
Хорошо, что я не сразу пошла в эту дыру, спустилась вниз, посмотрела, может, есть еще что-нибудь, потому что мы открыли достижение. Спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и спасибо, что комментируете. Это очень сильно мотивирует меня дальше продолжать снимать. И все, наверное, будем на этом заканчивать. Увидимся уже в следующей серии. Всем удачи, всем спасибо и всем пока.